Всем доброе утро. 17-й день кругосветки. Вот в таком месте я ночевал. Ну, точнее, рядом с машинами. Доброе утро. Вот он, мой багажник. День 17-й, татарстанская кругосветка. И что от него осталось? Ну вот ребята решили на монтажа. На улице, по-моему, Калеева 43. Ну, примерно здесь. Помогали мне, пытались помочь сделать. Но там, в общем, только заново что-то делать, сварить. И это долго. Придется новую покупать. А вон моя палатка стоит. Прямо около какой-то ТЭЦ на гостей, рядом с гаражами. Ну, мне там сказали, оставь. Можно было в том москвиче переночевать даже. Ну, там мягко, хорошо. Вот тебе и доброе утро. Сушусь на солнце. Почти все собрал. Ну, вот вечер раскидал. Сейчас посушится. Часам 9 соберусь как раз. Сейчас палатку сниму. Все вот это, то, что останется сушиться, пусть сушится. Вот, велосипед надо немножко промазать. Ух, необычно даже без багажника как-то он смотрится. И едет тоже. Так, с великом лучше подойти. Давай. Вот мастер Никита установил мне новый багажник. Надеюсь, теперь будет не хуже, чем старый. Магазин-то Трамплин в Альметьевске. Тут все, в принципе, есть для ремонта. Ну что, с новым подчиненным великом, с новым багажником. Вышло недорого, мне еще скидку сделали. Я напросился, можно сказать. Ура! Ха-ха! Возвращаюсь. Так, я сегодня буду завтракать, можно сказать. Зашел в столовую, в принципе, недорого, и все попробую сейчас. Такой вот. Выезжаю с Альметьевска потихоньку. Всем спасибо, кто здесь живет и помог мне. Уф, по улице Гафиатуллина еду. Здесь же магазин Трамплин в 200 метрах, 300 находится. Самое лучшее место, где мне буквально за 20 минут починили багажник. И он там нашелся в единственном экземпляре. Вот. В общем, советую только ради этого, да, ехать в Альметьевск. Вот так вот выглядит Альметьевск. Комбинат здоровья, гостиница тут. А это Бегишевка, по-моему, называется. Или Бегишевка. Улица Бегаш. Да, вот так. Там все будет. Я к ней как раз стремлюсь. Я думал ночевать как раз на ней. Там деревья, поля. Вот такой тут спуск первый. Значит, будет и подъем. Ну, говорят, трасса новая, хорошая. Но я пока на трассу и не выехал. Вот она, Изаинская трасса. Поехал я зачок Альметьевск. Пока Альметьевск. Отличный город. С разных сторон я его уже открыл. Да, здесь вон тоже подъемы-то есть. На пташки провал посмотреть. А, есть повороток. Двигайтесь прямо. Хоть пекло сегодня же. Опять, наверное, дождь будет. Поднялся, сейчас спускаюсь в сторону озера. Здесь где-то уже недалеко, но
Ну вот он, Акташский провал. Озеро глубиной где-то 30 метров. Карстовая воронка образовалась ни с того ни с сего. Говорят, что здесь утонул трактор, который так и не нашли. Ну то есть здесь вот поля кругом. Стоял трактор и то ли ночью, то ли днем провалился. Вот. Ну, вода голубая, такая синяя. Реально воронка. Как лужа. Что ж, Акташский провал посмотрим. Выезжаю на трассу, быстро сюда долетел почему-то. По трассе лучше. Вот пролетаю уже верхний Акташ. Тут большинство населения русское, но есть 30% мордвы. Есть старинная церковь даже, вон, которая виднеется. И вообще эта местность, ее можно назвать Акташским краем, потому что здесь много названий со словом Акташ. Вот такие вот наблюдения. Смотрите, холмы. Я их мимо, слава богу, проезжаю. Трасса действительно равнинная. Интересный знак. До Челнов 95 отсюда, а на Сарманов 54 дорога поворачивает. А мне на Заинск в итоге-то. Санаторий Ян. Русский Акташ. Я прав был, что здесь реально Акташский район. Он до 57 года существовал. И Русский Акташ был его центром поселения. Это ПГТ, здесь в районе 4000 человек обитает. Население разное, в основном русское, вот поэтому есть церковь своя. Находится на слиянии рек Степной Зай, вот здесь она где-то за бугром, и Акташка. Что еще сказать? Много узбеков, таджиков проживает. Вообще большое село, я думаю, сейчас я здесь перекушу. Там соляночка, кафе, в принципе все очень вкусно. Как будто только что сварили, свежая выпечка, все зашло. И вроде бы недорого. На самом деле редко такое бывает. А сейчас вот подъем Акташский, я его так назову. Ух, да раскатись я колесо наконец-то. Тяжеловато сегодня, ребят, прям из-за того, что вчера пахал. Да и в целом подъемы опять. Река
Арташка! У-ху! Итак, заезжаю в 23-й район Татарстанской кругосветки. Это Заинский район. Да, название пошло в честь реки Зай, которая здесь же протекает недалеко. Пока Альметьевский район. Тут очень красивое место, и вообще места, где вот эта железка идет, достаточно любопытные. Здесь бы туристский поезд какой-нибудь запустить с панорамными окнами. Ну вот посмотрите сами. Вообще круто. Немного красоты. Плохо, что запах нельзя передать. Здесь реально полем пахнет, созревшей пшеницей. Еще один подъем. Здесь, похоже, дождик, что ли, прошел, асфальт мокрый, вот-вот как будто смочило. О, круто. На верхотуре катить. И тут новый асфальт сразу выделяется. Так, Светлое озеро, тут вот и крест стоит. Вот, и железная дорога проходит. Тоже достаточно живописно смотрится. Поднимаюсь дальше. Остановочка. Надо посидеть. Ну что, вот началось водохранилище Заинское. Куйбышевское проезжал, Нижнекамское проезжал, а вот тебе и Заинское. Карабашское, к сожалению, не буду посещать. Но я его видел уже. Все, въезжаем потихоньку в Заинск. Сейчас будет указатель где-то. Что ж, вот он же Заинск. Основан 370 лет назад, судя по всему. Расположен он достаточно интересно. С одной стороны холмы залесенные, вот водохранилище Заинское. И на две части разбит. Вот одна часть, мне кажется, это мусульманская, и та часть православная. Ну, посмотрим еще. Пока ничего здесь Заинска, как говорится, не показывает, не выдает. Ну вот светофоры начинаются. Ну это, наверное, въездная часть все-таки. Сейчас и кафешки найдется, и все. Вот так. Че, поедем в парк, поедем. Хорошо, как и лес. Деревья давно высажены. В принципе, неплохо. Настоящий лесопарк. Парк Победы, да. Тут парки нумеруются. Парк 1, парк 2, парк 3. Вот так вот. Этот парк десантнику, наверное, посвящен. Ничего лишнего нет, вот только две дорожки, лес. Все. Это вот парк номер 2. Встретил заинскую молодежь, интересуется вот моим путешествием. Ребят, чем занимаетесь тут? Учитесь? В какие класс ходите? 9. Катаетесь на велосипедах? Да. Ну молодцы, продолжайте. А я посмотрю бульвар Победы, или как-то вот так он тут называется. Да, здесь техника тоже очень разнообразная. Гаубицы, танки. Не везде столько техники военной стоит. Дворец культуры передо мной открывается. Фонтан. Ну вот это мне нравится. Плитка, как для велодорожек использовали в Альметьевске. От дождя не спрячешься, но от солнца можно. Вот
люди катаются тут на велосипедах. Ну, это типа парк истории, тут Пугачев. Взятие Пугачевской крепости, 1920. Вилочный пункт здесь был. И вот фонтан. 370 лет, оказывается. Заинску. А вот и Ленин. Я его искал. Блин, ну уютно, хорошо, зелено. Мне вот нравится. Никакой не захолустье. Очень даже неплохо. Все ровненько, убрано. Ну, блин, жить охота. Красота. Да и только. Молодежный центр «Космос». Москва какой-то. Поверните направо, затем поверните налево. Да, вот тут мечеть. Это точно мусульманская часть. Поверните налево, затем поверните направо. Улица нефтяников есть. Что, Заинск интересный город. Я час отдохнул, поел шаурмы, зарядился. Выезжаю, сейчас сколько смогу, столько доеду до Сарманова. В общем, будете здесь, заезжайте в Шампур. В принципе, рекомендую шаурму. Вкусная достаточно. Свинина как шашлык. И, ну, в целом нормально. Советую. Сейчас буду поворачивать в сторону Старого Заинска. Там и коза, и леса. Церковь вижу. Ух. Подъемчик. Камские поляны близко. Надо же. Ну да. В них я уже ночевал. И до Сарманова 48. Челны 46. Все близко. Еще подъем на мост через реку Зай. Поднимемся. Красиво. Не, мне нравится Заинск определенно. Единственное, вот эта дорога и все такое, она пронизывает город. Спуск. ГБДД. Вот сейчас буду проезжать водохранилище. Надо спуститься только. Станция техосмотра транспорта. Порог на реке Зай, около Старого Заинска. Видите, как стекает? Целую дамбу сделали. Пока трасса. Я сегодня на тебе поработал. Дальше, блин, столовых ничего не будет. Фигово. Тишина началась. Зато тишина началась.
Блин, собаки напали. Заправки прибежали, люди что заправки стоят, смотрят, ладно, ну это не их, понятно. На ту сторону переехал, где встречка, чтобы машины шугнули собак, потому что, ну, подъем, я от них не уеду, а две большие. Вот, помог один человек. Тут на горе прям остатки какой-то церкви, по-моему. Что-то на Кремль такой похоже. И место вообще креативное, я бы сказал. Ну вот показывает мне сюда повернуть. Вау! Этот вид надо пофотать. Вау! Море. Вау, 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 вау. Достаточно красивое живописное место, тут пляж. Вот если в Заинск поезжать, то именно на эту набережную. Фух. Залетаю, поднимаюсь. Время, конечно, много уходит. Развалины церкви Богоявления Господня. Ничего нет, вот кроме стен. Ну, большая достаточно была по площади. Вот здесь новая церковь. Вот. Ага, вот она. Ну ничего, так старый Заинск преподнес несколько сюрпризов к вечеру. О, развалины какого-то дома, что ли. Крыша порушилась. А вот он, краеведческий музей. Блин, спускаться надо, потом подниматься. Ну вот отсюда я сфотографирую. И все. Вот музей. Ну что-то подобное я уже видел в Чистополе. Строение. Где-то века 19-го. Надеюсь, что это просто действительно глюк какой-то программы. Поверните налево. После перезагрузки справится. Все, погнали на Сарманово. Первый километр трассы. Уф. Да, действительно, лесной зай. Пока эти подъемы выглядят более перспективные, чем с Альметьевска. Такого резкого взлета нет, ехать можно. Но это, наверное, пока. О, настоящий юго-восток. Да, кажется, это бугракское сельское поселение. Сейчас я вот буду объезжать этот холм, проезжать разные бугряки. Это в 6 километрах все. Вот. Ну, не знаю, за полчаса куда доеду. Дальше буду смотреть. Ну, места замечательные, ребят, ну очень красиво. Я же говорю, в Альметьевске все проводами, там чем-то заставлено, а здесь нет, здесь все открыто. Есть и равнины, есть и бугры. Заинский район, конечно, чудовый во всех его проявлениях. Вот по таким ландшафтам хочется ехать, конечно. Единственное, блин, ребят, какое я место под вечер попал, замечательное. Еще 22 минуты как минимум крутить.
такое тут озеро недалеко от Заинска еще есть. Похоже прям на горное место. Кругом горы, сосны. Вообще замечательное место.